двух словах, значит, я вам расскажу. Вот у нас год был такой знаменательный. Было первое, я считаю, на первом плане. Это 1100-летие принятия ислама. У нас принятие ислама, потом уже этот ислам распространился на Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Мордовскую и даже в Среднюю Азию. Сначала вот это вот, ну он был уже ислам, конечно, частично, но так официально Болград 1100-летие ислама. В начале января Раушан Хазрят нас собрал в Щелково, сделал выставку Болград, значит, вот с этого у нас пошло 1100-летие. Мы, посвящая этой дате, у нас есть отдельный канал есть Ютуба DL16, и есть штаб татарской молодежи канал у нас, да. И вот мы сняли 100 роликов мусульманской темы. Вот разъяснительные работы мусульманской темы. У нас 100 роликов мы нынче сняли. Вообще мы нынче сняли больше 500 роликов. Нас только нынче, только в один год нас посмотрело 1,5 миллиона человек. Да? У нас 4 YouTube канала. Вот. В день нас смотрит 80 тысяч. Конечно, в татарских таких организаций больше нет. Вот. У нас, потому что тема сложная, тема мусульманская, татарская, национальная, поэтому сложно развиться, но вот мы все-таки благодаря блогерам, мы постоянно собираем блогеров, да, вот как-то вот нас надо, будем считать, что это какой-то прорыв с нашей точки зрения такой вот. Вот. Мы, значит, нынче, значит, у нас 4 организации. У нас штаб татар, штаб татарской молодежи, национальный конгресс татар. Есть у нас в Московской области, вот мы очень хорошо взаимодействуем с Мухтасаровым, вот провели вместе с Вантуй, многие помогли, мы провели вместе молодежный форум 2 недели назад, да, многие были тоже. Вот у нас 4 организации, и, значит, вот мы нынче все-таки оформили национальный конгресс татар и тюркских народов в феврале месяце. У нас огромные полномочия, мы можем работать в Средней Азии, можем работать в 22 городах России, поэтому вот Национальный конгресс татар у нас еще, может быть, он не так сильно заработал. Мы уже вот 7-8 лет собираем ифтар и собираем постоянно тюркские народы. Мы стараемся, чтобы тюркские народы были также вокруг нас. Значит. У нас отдельный ифтар татаро-башкирский, отдельный вот. У нас вот эта отдельная группа башкирская есть. Мы собираем, вот недавно мы собрали молодежь, только башкирская молодежь. Вот видели, наверное, да? Вот, у них немного другие песни, кстати, другой немножечко язык, так, это самое. Ну вот, я считаю, что мы братья, очень у нас близкие, хорошие отношения и с полпредством Башкирии. Вот, они нас приглашают всегда, значит, вот. И вот, что касается 1100-летия. Поэтому мы провели где-то вот 50 мероприятий, 100 роликов сняли. Мы, значит, в мечети много помощи оказали. И нынче еще одна была дата. Дата это 25-летие штаба. Все давайте банкет, давайте там проведем пышно. Мы на, значит, 25-летие штаба, мы его провели, разделили нашу аудиторию на 10 частей. Мы провели, значит, один день с аксакалами, ветеранами штаба 25-летия, один день провели с тюркскими, один день с молодежью, один день со студентами, помните, наверное, здесь были. Вот так на 10 дней мы разделили, значит, и мы, чтобы не было каких-то подарков, мы указали счет 5 организаций, знаете, да, это мечеть, проблема у нас с одной мечетью в Актанышском районе, проблема у нас с мечетью, значит, в Иркутске, да, это дом Вавилова, значит, и вот таких благотворительных 5 фондов указали, и вот кто нас поздравлял, какие-то деньги отправляли мы, значит, все вот по этим 5 адресам. И вот так у нас 25-летие, значит, и то, что вот эти деньги мы собираем, да, очень, ну, у нас деньги принимают участие, многие вы принимаете участие, у нас принимает участие 1500-1700 человек. Из них 200-300 человек у нас сдают 50 рублей, да, 60 рублей, 100 рублей. Но это очень ценно для нас, что у студента вот это вот есть внутри, вот это вот 50 рублей, но сдать, понимаете? И некоторые у нас большие суммы перечисляют. Но вот нам ценно, что вот эти вот 200-300 человек собирают по 60, по 100 рублей. Каждый раз, когда мы здесь находимся, вот мы опять вам приготовили свежую прессу. Там Туган-Як, газета ваша нижегородская, да? Вот, обязательно возьмите пакеты, возьмите несколько пакетов, разнесите по родственникам, по
значит, какие-то, может быть, пожилые люди, может быть, домой на Новый год поедете, да, вот соседям, кому-то, вот, там, значит, статья про штаб, про наше 25-летие, значит, возьмите обязательно газеты. Мы выпустили эту книгу. Это уникальная книга, ее книгу весь татарский мир ждал. Такой книги в татарском мире больше нет. Вот мы, значит, в прошлом году провели презентацию, раздали 5000 книг, нынче мы раздали 3000 книг, и в будущем году будем вот эти остатки, 2000 книг будем раздавать и будем презентации вот в этих в городах, в школах. И уж чем мы можем гордиться, да, вот гордиться то, что у нас очень прошли удачно и предметно и полезно встречи в 40 школах. Вот видите, наверное, наши эти прямые эфиры. Вот мы были в 40 школах. Вот что мы сейчас должны сделать? Вот чем наша организация отличается от других организаций? Мы достаточно самокритичны. Мы знаем, на каком татары сейчас историческом пути. Мы знаем, что надо делать было вчера, что надо делать сегодня. Да? Вот сейчас нужно пойти всем в школы. Вот мы были в 40 школах. В этих школах, в русских, надо создавать татарские классы и татарские вот эти часы. Если в школе 7-8 человек, вполне по закону можно требовать татарского учителя, татарский класс и татарские часы. Вот это очень важное направление у нас. И вот и со школьниками, вот, у нас есть отдельный сайт для школьников. Я же говорю, вот этот сайт татарской молодежи. Мы для школьников тоже снимаем фильмы, мы хотим тоже вовлечь аудиторию. Вот мне говорят, зачем вы придумали эти землячества? Вы опять делите татар, начинает, вот тоже критика была, да, 2 месяца назад. Но у нас главная проблема, враг наш главный, это ассимиляция. Про это мы тоже постоянно говорим. То, что, значит, татарская среда должна быть. Вот. Поэтому должны вот, значит, вот нижегородцы, они должны приглашать аксакалов, героев. Они должны воспитывать первокурсников, молодое поколение. Какая-то связь с родиной, да? Это вот татарская среда, может быть, в походы ходить, может быть, там сабантуй свой провести, значит, мордовское землячество, пензенское землячество. Мы все равно где-то вот группируемся. Это у нас в крови, да? Вот, поэтому вот это, в этом землячестве, вот, например, у нас, наверное, в землячествах сегодня 2500 человек, да? Вот из них 1500 человек, мы же проводим статистику, вот эти вот 1500 студенты, молодежь, они у нас не были раньше. 1000 человек, это наши уже, которые были, а вот 1500 это добавка к нашей аудитории. Вот, такой вот целенаправленный по землячеству. Вот, поэтому, значит, вот такие вот 1100-летия мы очень, я считаю, плодотворно провели. Значит, нас наградил муфтият Нижнекамска, нас наградил Альбир Хазрят, да, грамотой, нас наградил Камиль Хазрят в Казани, вот, на 25-летие. Вообще, конечно, нас очень много наградили, очень много медалей. Вот мы про это будем писать тоже статью. Значит, очень много медалей, штаба поздравили, нас поздравили. Конечно, нас, и вот вы говорите, в колонном зале. В этот день был вечер в Кремлевском дворце, собирали ветеранов, героев. И нам было очень важно там быть, потому что там была делегация первый раз из Луганска и Донецка. Да? Уже группа героев приехали туда в Кремль. Вот у нас с ними провели, значит, такие встречи, мы вот фотографии тоже мы выставляли, значит, поэтому я был. И вот в этом, почему я рассказываю, то, что вот у нас есть геройские организации по округам, да, и большинство, все были у нас, оказывается, вот за 25 лет. Все нас знают, вот это было приятно. День героев, вот мы здесь, значит, собрали, у нас было 6 героев, 27 генералов, было человек 5 генерал-лейтенантов, вот тоже, наверное, видели прямой эфир. Вот на таком высоком уровне мы провели День героев генералов. Такого уровня у нас был такой Хурамшин Талгат Закиевич, знаете, да, в Башкирии полпред. Вот этот клуб героев он нам передал. И мы сейчас клуб героев ведем этот вот. Вот, значит, приходят его сыновья, приходит сноха, мы, значит, проводили ему здесь годовщину, значит, вот Хурамшин Талгат Закиевич, он из Башкирии, тоже герой, тоже директор завода, вот, был министром нефтедобывающей промышленности, вот, так что вот так. На чем мы сейчас сосредоточены и на чем у нас сейчас самое главное? Вот самое главное, это вы, каждый из вас.
идет такая огромная сейчас натиск, идет через интернет, борьба за умы называется. Вот столько пропаганды. Вот мы их постоянно говорим, не записывайтесь на какие-то левые провокационные сайты. Потом через 10-15 лет это всплывет, да. Будьте очень аккуратны в лайке, когда ставите. Не подписывайтесь на эти прозападные пропагандистские сайты, да. У нас чем мы можем противопоставить себя вот этим сайтам? Мы можем противопоставить себя правдой. Правдой о нашей войне отечественной, правдой о нашей ситуации в России. Вот мы в свое время, 5 лет назад, сняли 50 роликов людей, которые принимали участие во время Отечественной войны. Сейчас 35 из них уже нет. Да? Но они оставили фильмы, воспоминания правдивые. Сейчас идет сильнейшая пропаганда изменения истории. Да? Вот, поэтому мы с этим всем боремся, и поэтому к вам обращаемся. У нас вот в штабе, да, вот когда Кремль собирается 6 тысяч людей, у нас штаб бүтін яшьләрдән аерылып тора. Менә теге килә эткә, бит килә беткә, да. Шуңар штаб, это у нас, я не знаю, с чем это связано. Вот кремлевский концерт, вот штабная молодежь всегда отличается. Как-то, я не знаю, чем, взглядом, разумом, походкой, внешне, всем вместе в комплексе, да. Поэтому в штабе собирается самая татарская, талантливая, перспективная молодежь, она всегда в штабе. И поэтому вот наша задача раскрыть этот талант, чтобы он не пропал, чтобы каждый по своей профессии, каждый по своем направлении, вы достигли в жизни большего, да, достигли многого, чтобы потом помогать татарской нации, чтобы ваш талант развился, чтобы ваш талант вот расцвел, что ли. Вот. Если врачи, то чтобы врачами были, главврачами, учеными. У татар, вот что нас всех с вами объединяет, да, у нас огромная, значит, такая предрасположенность к героизму, у нас огромная предрасположенность к знаниям, к ученым, значит, читать. Вот, поэтому вот этим мы отличаемся от... Мы никогда нашу татарскую нацию ни с кем не сравниваем, но этим мы отличаемся. Вот этой тягой к науке, вот, к самоотверженности, вот, к трудолюбию мы отличаемся. Поэтому среди татар такое количество ученых, врачей, героев, всех, так ведь? Вот, поэтому, значит, вот у нас про наша сегодняшняя, наша главная задача, это чтобы вот это вот ваше развитие и достижение в жизни, это как вклад в нашу общую, значит, страну, будем говорить. Вот у нас же, мы живем в многоконфессиональной, многонациональной стране. Мы живем в одной стране. Это ведь как наша страна. И вот ваше вот это вот достижение, оно тоже идет как в копилку в достижение этой страны. Вот, значит, мы, значит, вот недавно обсуждали вопрос, у нас многие уехали там, кто-то в Казахстан, кто-то как-то. Вот в этом, например, мы виноваты, какие-то общественники, мы им не донесли, что ли, не объяснили. Многие возвращаются, мы к этому, значит, с ними продолжаем общаться, но, значит, вот это наша работа общественников. Донести правду, донести, значит, историю. Ну, сейчас очень сложная ситуация в России, вы прекрасно понимаете, да? Но, значит, вот эти вот наши встречи, они действуют на консолидацию нашего общества. Вот то, что вот мы здесь, татары, собрались со всей России, да, практически, и мы вместе здесь собрались, это тоже очень важно. Поэтому очень вам всем, значит, рекомендуем. Поздравьте всех своих родственников, поздравьте бабушек, дедушек. Может быть, у вас в подъезде какая-то бабушка, которую никто не забыл. Может быть, у вас какая-то родственница, которую забыли все, да? Поэтому никого не забывайте, поздравляйте, отнесите наши газеты, да? Вот. Значит, с наступающим Новым годом, чтобы в будущем году у вас было здоровье в семьях, родителям, чтобы было мирное небо у нас, чтобы вы вот этот вот свой талант, свои, значит, такие наклонности, талант свой, которые предрасположенности вот эти, чтобы вы развили и чтобы вы нашли достойное место в жизни, значит, чтобы вы личностным ростом надо постоянно работать, значит, над своим, да, и у вас, за вами есть штаб.
мы одна татарская большая семья в Москве. Да? Вот мы одна татарская семья, поэтому помогайте друг другу, позитивно будьте настроены, вот, хорошо встретить Новый год. И мы сейчас, татарская нация, задачи на будущий год. У нас должны быть сверхзадачи. Мы должны больше задач себе ставить, потому что мы с вами татары, мы татарская нация, вот, которая, значит, у которой такая история, да, поэтому вот с этой точки зрения. Вот, с Новым годом всех вас, хорошего настроения, здоровья и всего самого хорошего.